Отправиться на другой конец страны, чтобы убираться в домах, готовить, подметать территории и восстанавливать храмы бесплатно, видя совсем другую жизнь. И все это под звуки бомбежки и предупреждениях об атаках дронов. Для одних такие решения покажутся сумасшедшими бреднями, а для других – неоценимой возможностью помочь. И Дарима Хавалык на такое предложение согласилась, не раздумывая. Наша делегация республики впервые выехала завершить свою гуманитарную миссию в ЛНР. В частности, это Лисичанск и Луганск. Помимо этого, город Лисичанск наша делегация открывала впервые. Мы могли восстанавливать там инфраструктуру. И наши ребята неделю провели там, оказывая адресную помощь местным жителям. В ноябре прошлого года молодежка Народного фронта отправилась с гуманитарной миссией в Луганскую Народную Республику. Дарима была в составе группы как одна из самых активных волонтеров. В Лисичанске добровольцы помогли закрыть тепловой контур для 12 многоквартирных домов. Там все разрушено, и так как город только-только был открыт для волонтерского штаба, там было неимоверно много работы. Все разрушено, очень много людей, которые нуждаются в нашей помощи. И действительно запоминается больше их эмоций. Они сами удивлялись тому, что мы приехали издалека, и только с одной целью, чтобы помочь им. И плакали, и угощали, и прям выходили с разбитых подъездов, и чтобы нас специально поблагодарить. Та поездка запомнилась Дариме больше всего, а эмоции людей впечатались в память. Из насыщенной, плодотворной поездки девушка с теплом вспоминает о пансионате недалеко от Луганска. В пансионате остались только те люди, которые оказались никому не нужны. Все ребята это чувствовали, все ребята понимали что они отдают все свои силы на то, чтобы сделать их жизнь как можно более комфортно, и чувство огромное, уважение появилось к сиделкам там. Такие заводные женщины, в основном все были женщины средних лет, и они работали тоже своего рода как волонтерство, действительно, потому что они работали для души, чтобы помочь оставшимся там. Помню момент, когда нас сиделки попросили вынести еду на подносах бабушкам. Я захожу в эту комнату, в эту палату, и там очень много бабушек осталось с деменцией. И они вели себя как маленькие девочки, и эти сиделки стали для них мамами. Это действительно больше всего запоминается, потому что такую искреннюю заботу и помощь мало где на самом деле видишь. И это, мне кажется, надо распространять. Волонтеры помогали убирать территории, благоустраивали здания, собирали продуктовые наборы. Дарима говорит, что поездка показала, насколько в новых регионах не хватает молодежи. Их помощь была нужна. В Туве девушка координирует проекты и организует мероприятия Народного фронта. Проект-тренер, мы ищем лидера общественного мнения, спортсмена, который хотел бы работать с трудными подростками, делать их жизнь лучше, потому что в этот период все-таки можно сказать, что много было преступлений, много было разных обстоятельств, которые шокировали нас. Он может как-то на начальном этапе, когда только это сознание формируется подростков, как-то поменять мнение о том, что наш мир — это опасность.
Народный фронт также открыт для приема заявок от добровольцев для участия в гуманитарной миссии в июле. Дарима окончила университет по специальности психология, и пока что неизвестно, куда занесет ее судьба. Но уверенность есть. Профессия будет связана с волонтерством, молодежью и желанием сделать мир лучше. Мария Стручкова, Денис Мангуш, 108 канал.